Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Совсем скоро. С кем будет встреча, с кем будет свидание. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка у нас общая, пожалуйста, про это не забывайте, свое не пропускайте, ну и чужого не берите. Здесь разные картиночки, конечно, вышли, а вот это прям особенное в венце. Курочка, смотрите, какая курочка. Ой, красота. Ну и здесь тоже очень неплохо. Давайте, наверное, и начну как раз с этих картинок. Да? Зачем нам ждать, зачем нам далеко ходить? Самого интересного и начнем. Смотрите, по этой курочке здесь явно что-то связано с работой, заработком, с прибылью, с вашим успехом, с вашим достижением. Будет не просто встреча, не просто свидание, а, скорее всего, даже какая-то договоренность, либо приглашение. Причем большая курочка прям с вашей, с правой стороны. Очень крутой знак. Кто ищет работу, кто хочет добиться успеха, кто хочет себя реализовать, кто хочет заработать. Здесь в самом скором времени вам высшие силы это все дадут, предоставят. У вас все получится. И эта курочка будет ваша и только ваша. И смотрите, все дороги вашей судьбы ведут именно к этой курочке. Так, ну и следующая картинка вы сами видите, да? Мужчинка женщину прям под ручку берет. Он ей в глаза смотрит, она на него смотрит. Это свидание. Это свидание с тем, кто в вашем сердечке, с тем, кто в вашей голове. Либо с тем, кто сможет поселиться в вашем сердечке и в вашей голове. Вы у меня все разные. У кого-то уже есть влюбленность, есть интерес к какому-то мужчине, ну а кто-то лишь только познакомится. И вспыхнет вот этот интерес, вспыхнут эти чувства. Здесь мужчина конкретный, здесь мужчина, который хочет пустить корни. Видите, как у него уже там корни прорастают? Он вас ищет, потому что с вами хочет объединиться и с вами пустить корни. Прекрасная встреча с просто чудесными последствиями. Если встреча со знакомым человеком, все сложится просто идеальная картиночка. А если новый человек, да, новое знакомство, у вас очень быстро вспыхнут чувства и закрутятся безумные, бурные взаимоотношения. Просто чудесно. Так, смотрите, с правой стороны встреча с очень хорошими людьми. Люди, которые не только сами по себе очень хорошие, но и что-то для вас и могут, и хотят, и готовы будут делать. Невероятно, как две половиночки одного целого. Может быть, это пара, семейная пара. Может быть, это друзья, да, не разлей вода. Очень хорошие люди. Встрече этой вы безумно будете рады. Как раз, знаете, как говорят, в нужное время, в нужный час. Нужные люди прям вам и встретятся. Люди могут быть как знакомыми, так и совершенно незнакомыми. Вы тут и познакомитесь, и договоритесь, и все замечательно сложится. Хорошие люди идут в вашу жизнь, просто чудесные, самые лучшие. Вот, самые лучшие люди идут в вашу жизнь. С этими людьми вы тут и дела поделаете, и общие дороги у вас с этими людьми. Ну, в общем, будет и весело, и прекрасно, и полезно. Вот все это объединяется. Так, еще одна встреча. Здесь встреча скорее как с прошлым у вас идет. Люди, которых вы менее всего хотите видеть, ну вот как раз с ними и встреча. Может быть, это какие-то неприятные родственники, может быть, это семья бывшего, в конце концов.
но здесь при каких-то случайных событиях вы с ними встретитесь. С одной стороны, неприятно, да, потому что неприятные воспоминания придут, а с другой стороны, здесь прям чувствуется момент, когда, допустим, вы смотрите на этих людей и видите, как они плохо выглядят, какие они отсталые, какие они вот прям неадекватные, да. Может быть, с этими людьми там что-то произошло за эти все месяца, года, пока вы их не видели. Вот. В общем, вы так смотрите, с одной стороны, чувство брезгливости, а с другой стороны, вот знаете, как не то чтобы злорадство, а вы как убеждаетесь в том, что вы были правы, да, либо вот все законно происходит. Люди, которые нехорошие, вот они в жизни нехорошие получают. И вы такая, значит, жизнь вас наказала, вот так вам и надо. Здесь несколько людей, не один человек, несколько людей. Может быть, даже какого-то бывшего своего встретите с какой-нибудь его женщиной, да, мягко скажем, женщиной. Посмотрите, как они там облезлые, там пьяные, грязные, помятые, и скажете: фу-фу-фу, вот спасибо тебе, Всевышний, что отвел меня от этого человека, что я, например, не на месте вот этой несчастной, там, не знаю, с фингалом женщины, либо замученной жизнью женщины. Вот в таком ключе идет. Знаете, как будто бы вам высшие силы покажут, от чего отвели. То есть посмотри, на этом месте могла быть ты. Радуйся, что этот человек ушел из твоей жизни. Радуйся, что этого человека сейчас с тобой рядом нет. Что этот человек не испортил тебе жизнь, либо эти люди не испортили тебе жизнь, если это будет вся семейка в сборе. В общем, вы побрезгуете и, грубо говоря, придете к такому мнению, что да, все было не напрасно. И да, спасибо, что этот человек не со мной, что я не являюсь членом, например, этой семьи. В таком ключе будет происходить. Так, еще встреча с человеком, который способен влиять на качество жизни людей. Обычно это либо психологи, либо доктора, например, там, общей практики, либо какие-то узкие специалисты. И также, возможно, люди, власть имущие. Вот такие категории людей, да, которые могут влиять на качество жизни. Смотрите. Вам главное ничего не бояться, ничего не стесняться и говорить все как есть. Не надо преуменьшать, не надо преувеличивать. Нужно быть максимально открытым, договороспособным и прямым человеком. Именно в таком ключе вы сможете для себя получить лучшее, лучшие услуги, лучшую консультацию, лучшую помощь в конце-то концов. Не надо перегибать, и догибать тоже не надо. Будьте сами собой, говорите все как есть, от точки до точки, от палочки до палочки, все говорите как есть. Там человек не дурак, это человек, знаете, он многих повидал. То есть если он где-то там заподозрит, что вы что-то не договариваете, что-то мутите, какую-то неадекватную информацию даете, этот человек может от вас просто отвернуться, и все. Поэтому максимально нужно быть самой собой, честной, открытой, как всегда, и говорить по сути, как оно есть, без лишней воды. Тут как две крайности. Если вы этому человеку нравитесь, человек проникнется к вам, он для вас все сделает. Понимаете, мир перевернет, все для вас делает. Для вас ваши родители столько не делали, сколько этот человек может сделать. Если вы этому человеку не понравитесь, то этот человек просто перед вами дверь закроет, скажете: идите к другому человеку, к другому специалисту. Здесь вас больше как предупреждают. Будь сама собой, говори честно, открыто, как оно есть. Не надо ничего там преуменьшать, либо преувеличивать. Ни в коем случае. Этот человек, он прям чует, чуйка есть, где ему говорят правду, а где нет. Хотите добиться максимального результата, будьте сами собой. Человек способен повлиять и поменять ваше качество жизни. Доктор способен вылечить. Властимущий человек способен какую-то вашу проблему решить, либо может, что-то вам выделить, чем-то вас наделить. Понимаете? Это очень важно. Очень-очень важно. Да, мы люди, мы всегда хотим произвести лучшее впечатление, но в данном конкретном случае будьте сами собой. Это будет самый лучший выход. Так, еще вижу знакомство с каким-то молодым человеком. Либо человек молод годами, либо человек молод душой.
Очень интересный человек, веселый, активный и такой, знаете, жизнерадостный. Вот этот человек вам что-то будет говорить, о чем-то будет рассказывать, и вы вдохновитесь этим человеком. Вот в прямом смысле слова, да, он вас на что-то вдохновит. Вот. Не вижу, что у вас там получится, не получится, будет, не будет. Может быть, этот человек просто случайный. Вот он пришел вас зажечь, у него это получится. Короткий разговор с этим совершенно незнакомым человеком зажигает в вашем сердце очень яркое пламя, да, вдохновляет вас на что-то. Это именно тот золотой пинок, который вы очень долго ждали от высших сил, да, от судьбы ждали. Да, человек вас наконец-таки к чему-то очень важному подтолкнет. Вы этого мужчину либо парня будете очень долго вспоминать с благодарностью. Вот если бы не это случайное знакомство, если бы не этот забавный, веселый, активный разговор, может быть, вы что-то бы и не начали, либо чего-то бы не добились, что-то бы не стали делать, а он вам в этом помогает. Совершенно случайно веселый парень, да, веселый мужчина с вами пообщался, вы такая, надо это делать, да, все, я это делаю. Просто действительно он вас подтолкнет, вот зажигает яркое пламя в вашей душе. Очень светлый человек. Знаете, даже ощущение, что он ангел в человеческом обличии. Да, вот так вы будете к нему относиться. Так, еще встреча. Встреча с очень любопытной женщиной, которая просто из вас душу вытрепет, да, будет расспрашивать, а что ты, а как ты. Такие наглые вопросы, знаете, личного прям характера будет задавать. Вплоть до того, что, извините, что ты кушаешь, чем ты какаешь. А вас так это разозлит. Вы прям еле будете сдерживаться, а кто-то из девчонок прямо не сдержится. Лучше, конечно, сдержаться, потому что эта женщина, она трепло, она сплетница, она про вас может очень много гадостей наговорить. Знаете, как в отместку. Вот вы ее поругали, вы ее там оттолкнули, вот в отместку. Вы себе там подготовьте лучше, на всякий случай, какие-то общие фразы, да, фразы, которые вроде как и отвечаете, и ничего про себя не рассказываете. Или пользуйтесь ее же методикой. То есть она начинает вам там с личными вопросами, а вы к ней с личными вопросами, да. Опять же, что кушала, чем какала, сколько раз какала. Вот прям спрашиваете и с улыбкой милой спрашиваете. Она очень быстро от вас отстанет. Но она жуткая сплетница. Все, что вы ей скажете, она все вот так вот перекрутит и все против вас использует. Вот, лучше обходить на самом деле. Но вижу, что встреча будет. Да? Мило улыбайтесь, говорите общими фразами и пользуйтесь ее технологиями. То есть, как она вас выспрашивает, так и вы начинаете ее выспрашивать. Причем не думайте, не стесняйтесь, спрашивайте все подряд, она так быстрее отстанет. И лично именно ковыряйте. Так, девушки, женщины, у кого есть дети, а с мужчиной вы вместе не проживаете. Здесь либо сам мужчина придет, отец ребенка, либо кто-то от него, да, от его имени придет. Что-то принесут, что-то дадут, какую-то помощь, может быть, окажут, денежку, помощь, что-то в таком ключе. Но люди хитрят, вот прям показывают, что едут они на лисе, то есть там хитрость будет. Хитрость. Вы там слишком не тайте перед этими людьми, да, и с ушей лапшичку не забывайте снимать. Вот они явно что-то хитрят. Либо если бывший придет, что-то он хитрит, лучше не доверяйте. Если там будут просить с ребенком куда-то сходить, если ребенок маленький, то идите все вместе, не давайте. Если, допустим, будут уговаривать куда-то отпустить детей там, на отдых, может быть, там на море съездить, тоже лучше не надо, понимаете? Не надо, оно того не стоит. Там какая-то хитрость, на лисе они едут. Как обмануть вас хотят, обмануть. Но придут с подарками, придут с деньгами, да, не пустые, щедрые, да, люди. Вот мы помним свои обязательства, либо мужчина, я все помню, я все знаю. Вот детям там угощение принес, денежку принес. Но хитрость, здесь прям чувствуется хитрость. Вас предупреждают, хитрость будет. Но придет. Либо сам придет, либо кто-то от него придет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.